что это просто как бы такая пробная удочка, буквально на днях появится вся официальная информация, но коль уж мы с вами здесь случайно встретились, то я могу сказать, что с одной стороны ничего нового, с другой стороны совершенно новое. В этом и заключается относительность, да? Скорее, наверное, это уже будет не только теория и практика. Вот. Почему ничего нового? Ну, кто сказал, что музыкальный фестиваль это что-то новое, да? Никто не говорит, что здесь какие-то новые космические формы, да? Слава Богу, или, может быть, к несчастью, я не знаю, как, мы пока еще находимся в той стадии развития нашего общества и культуры, что невозможно придумать что-то вот кардинально отличающееся от того, что мы имеем в области зрелищного массового искусства. Музыкальный фестиваль. Выступают актуальные артисты, востребованные, которые интересные, которые, ну я даже сказал, на пике находятся, да? Вот. Они поют, они там что-то играют, кто-то приходит, смотрит, что музыкально, чего-то такого необычного. С другой стороны, необычно заключается в том, что такие артисты выступают бесплатно, они выступают в необычном месте. Называем между собой, пока еще не решили официально или неофициально будем называть парковый экофестиваль. То есть это все будет происходить в парке Кирова. Такого еще не было, потому что у нас подобного рода фестивали или же большие концерты проходят либо на традиционных площадках уже, в общем-то, немножко затертых в сознании массовом. Это либо Центральная площадь, либо монумент Лежи Кулаковой, либо вообще за городом. Вот. Ну и вообще, как бы, хочется всем этим вместе взятым подчеркнуть то, что Ижевск не серое место, в котором ничего не происходит. Я поражаюсь, читая все эти комментарии людей, которые как раз из-за этого не серого начинают убедиться и в качестве аргументов или контраргументов приводят вот именно на понятие этой серости. Ребята, очнитесь. Тот сам факт, что вы уже скрещиваете свои копии, говорит о том, что в Ижевске действительно уже давно что-то происходит. И первый музыкальный фестиваль теории относительности, он, собственно говоря, является, конечно же, вещью и провокационной, и наоборот, ведущей куда-то ввысь к новому горизонту. И просто ярким событием в культурной жизни города. И мы, самое главное, хотим, чтобы он стал ежегодным, регулярным и превращался в что-то такое большое, обрастающее какими-то подробностями. И слава Богу, что мы знаете, в следующем году то, что будет, я абсолютно уверен. Поэтому, ребята, хочется обратиться ко всем тем, кто еще ничего не понял, скорее врубайтесь. Кто приедет? Ну, в качестве хедлайнера у нас будут присутствовать, фигурировать два артиста. С одной стороны, это, безусловно, вне всяких, так сказать, субъективных оценок, а вполне объективно, самый востребованный российский артист. Ну, можно тут продолжать ряд эпитетов. Молодежный, современный, рок, рэп, там что-то еще, Noise MC. Это совершенно объективный факт, что на сегодняшний день нет никого востребованнее, желаннее и актуальнее, чем Noise MC. Вторым хедлайнером будет ижевская группа Deep Pulse, которая родом из Ижевска, сейчас в Ижевске базируется время от времени. Нельзя сказать, что она вообще базируется, но, по крайней мере, парни пока вроде бы не отказываются от своих ижевских корней, не протестуют, когда их называют группой из Ижевска. Сразу же предвидя вопросы, почему Deep Pulse, почему вдруг Noise MC и Deep Pulse, вчера мы тоже уже успел в интернете почитать, но это же очевидно. На примере этих людей, которые мало того, что играют совершенно прекрасную музыку, которые мало того, что являются действительно раскрученной в мировых масштабах группой, которые ездят в мировые турне, они являются еще ярким примером того, что в этом самом городе, который называют серым, каким-то там еще, я не знаю, там вообще дикие вещи говорят про наш любимый Ижевск, можно сделать так, чтобы взлететь на какую-то вот эту вот орбиту, и поэтому все относительно. В этом и заключается теория, и я бы всегда стал теперь добавлять и практика относительности. То есть это все будет бесплатно в парке Кирова? Да, это уже решено? Вот то, что парк Кирова? Поскольку я могу позволить сказать это в эфире Ижевского телеканала, это решено, это будет именно бесплатно, это будет парк Кирова, это будет в дневное вечернее время. Можно сказать, что кроме хедлайнеров у нас будет еще несколько музыкальных блоков на протяжении дневного и раннего вечернего времени, посвященных различным, на наш взгляд, актуальным и, естественно, спорным, ярким моментом нашей музыкальной культуры городской и, даже говоря шире, удмуртской. Понятно. Все. Спасибо. Спасибо.